85 лет назад, в феврале, он пришел на этот свет. 40 лет назад, в феврале же, его не стало. При жизни его называли талантливым, а спустя годы же стали именовать гениальным. Бунтарь и лирик, честный, мастерски владеющий словом, любящий свой народ и язык правдоруб Рами Гарипов, был не мил власти, но любим народом. Его стихи знали, его сборники зачитывались до дыр, многие стихи поэта остались неизданными при жизни. В Национальной библиотеке имени Ахмедзаки Валиди Республики Башкортостан хранятся экземпляры всех книг Рами Гарипова, в том числе и первой книги «Юрюзянь». Она была издана в 1954 году во время учебы в Москве в Литературном институте имени Горького и была дипломной работой поэта. Сборник посвящен родному краю, природе и его землякам. Но сегодня речь пойдет не о ней. А мы расскажем вам о втором сборнике народного поэта Башкортостана, который подвел своеобразную черту под целым периодом в его жизни и творчестве. Рами Гафарович Гарипов, поэт, мастер художественного перевода на башкирский язык, посмертно удостоен звания «Народный поэт Башкортостана» и республиканской премии имени Салавата Юлаева. Башкирский народный инструментальный напев для курая «Саңырау-турна», «Звенящий журавель» получил новую жизнь, стал песней именно со словами Рами Гарипова. Его стихотворение 1964 года стало ее поэтической основой. Медитативную интонацию, склонность к поэтике глубоких размышлений, драматизм мысли и бережное трепетное отношение к словам поэт перенял из народного фольклора. Стихи Рами Гарипова лежат в основе более 100 песен. Они всегда актуальны, современны и любимы слушателям. Многие из этих песен часто считаются народными. Обращается к творчеству Рами Гарипова и современная молодежь. Свое стихотворение «Дюанамин, юродивый бродяга» Рами Гарипов в 1957 году прислал супруге Надежде в письме и тут же приложил его перевод на русский язык. «Бродяга я сумасшедший, по миру я с миром шедший, мир мой этот собственный дом, мир и звуки тоже притом. Как захочу я наяву, на земле я так и живу, никому вреда нет, я только добрый горит свет». 2 мая 1957 года Рами Гарипов написал самое известное свое стихотворение, прославившее и ставшее для него роковым «Тугантель», родной язык. Стихотворение, в котором заложена главная идейная программа его поэзии, открывало второй сборник Рами Гарипова «Таш сяська» «Каменный цветок». Вот последнее, самое лучшее и самое нужное родной язык. Если бы ты знала, как это мощно и гордо звучит на башкирском языке, почти каждая строчка пословицы, рожденная в моем сердце, для сердца. Все мои стихи можно забыть, но это стихотворение нельзя забыть тому, кому дорог башкирский язык. Я не сказал, как Тургенев о русском языке, что мой язык тоже великий, но сказал, что этот язык не низкий, а кто считает его таковым, тот сам низок. Из письма поэта супруге Надежде 11 мая 1957 года. Стихотворение «Родной язык» ценно не только с художественной стороны.
В нем проявился пророческий дар 25-летнего Рами Гарипова. Он предвидел грядущие отрицательные тенденции для национальных языков России, перевод преподавания всех предметов в большинстве национальных школ на русский язык. За поднятие вопросов сохранения родного языка поэт был обвинен в национальной ограниченности, а позднее и исключен из Союза писателей. В сборнике «Таш-Сяске» нет клятв верности Отечеству, громогласных заверений и обещаний, больше внимания уделяется богатству выражения чувств и эмоций. Недаром под названием сборника стоит слово «лирика», что и определяет основной жанр вошедших в него произведений. Автору удалось показать связь личности с народом и с Родиной. В книгу вошли не только стихотворения о родине, природе, философские размышления, но и более 20 переводов. Рами Гарипов прожил всего 45 лет, но стал кумиром ни одного поколения. Его стихи любимы, на них слагаются песни. Не прерывается нить, связующая поэта с его народом. Его слова живым огнем согревают сердце каждого башкира.